Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Перед тем, как начать непосредственно лекцию, она посвящается именно отношению к женщине, да, в исламе, брак и семья. То есть, я думаю, будет не первая, не одна лекция, она будет состоять из двух основных направлений, да. Это очень актуальная тема, потому что среди общества очень много различных слухов, даже искаженной информации, непонимания, а также стереотипов в отношении к женщине в целом, да? Что якобы в исламе у женщины есть определенное униженное место. В исламе разрешается там чуть ли не наказывать каждый раз женщину, она ущемленная и так далее. Это сложилось на фоне того, что, возможно, через средства массовой информации, в первую очередь, через фильмы, показывается, что женщина Востока, якобы она ущемленная в правах. Также это складывается, возможно, с тем, что некоторые путают иногда между понятием му'мин и муслим, да? То есть верующий и уверовавший, да? То есть в том плане, что есть среди просто мусульман, мы все мусульмане, но мы не все придерживаемся именно ислама, да? Исполняем намаз, исполняем то, что дано нам в Коране и в Сунне, да? Поэтому иногда так бывает, что в обществе случаются определенные, это в любой семье, это естественно, да, случается то, что случаются скандалы, непонимание и так далее. И зачастую некоторые преподносят это как ислам, что вот в исламе, в мусульманских семьях такое происходит, это вот у них так. Но на самом деле это не совсем так, потому что первое, согласно истории, если мы посмотрим историю, то больше 1500 лет назад, с появлением ислама, именно ислам предоставил женщине все ее права, которые есть сегодня, во многих странах мира, да? То есть права политические, социальные, права на защиту чести и достоинства, самое главное. И именно 1500 лет назад, до этого, когда арабский полуостров, Джазиратуль Арабия, да, ее называют, арабский полуостров, до появления ислама, находился в состоянии джахилии, то есть невежества, когда женщина, она являлась неким товаром или вещью. Когда пришел ислам именно дал не просто права женщины, а именно в Коране Аллах Субхану ва Тааля сам показал значимость и отношение к женщине, сам Аллах Субхану ва Тааля. И поэтому даже в суре, есть суры Корана, которые так и называются Ан-Ниса, женщины. Также сура есть Марьям. То есть целые суры названы в честь женщины. Если мы посмотрим вообще отношение ислама, да, к женщине, то, во-первых, я обращусь к Корану, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим, «Ва мин аятихи ан халяка лакум мин анфусикум азваджа». И из его знамений то, что он создал из вас самих, из вас жен для вас, из вас самих. «Литаскуну илейха ва джа'аля байнакум маваддата ва рахма». И чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами узы любви и милосердия. Сурат Ар-Рум, да? 21 аят. То есть, что это означает?
Во-первых, то, что первое, что Аллах Субхану ва Тааля создал из одной души две души, да, то есть два пола, мужской и женский. Просто на это даже указывает создание Адама, алейхиссалям. Из его ребра создана женщина, Ева. Второе, то, что до того, как мы появляемся на 40-й, на 4-й месяц беременности, Аллах Субхану ва Тааля посылает ангела, который вдувает душу. И вот здесь после этого определяется пол, да? То есть нам предписано быть или мужчиной, или женщиной, по воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, да? То есть это говорит о том, что Аллах Субхану ва Тааля создал нас равными изначально, равными в плане не физические возможности, не физических возможностей, а равными именно в отношениях, да, в уважении. И второй хочу сказать, привести сурату Ниса, первом аяте, где Аллах Субхану ва Тааля обращается и говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, я юханнасу, о люди, иттаку раббукумул ладзи халакакум мин нафси вахида. Бойтесь своего Господа, который создал вас из одной души. Ва халака минха зауджаха, и создал из этой единой души, одной души, два пола, да? Ва басса минхума риджалян касира ван нисаа, и создал из них, распространил много мужчин и много женщин. А также Аллах Субхану ва Тааля в суратуль Бакара в 187 аяте говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, хунна либасу лякум ва антум либасу лахумна. И это означает, женщины, есть одежда для вас, для мужчин. И вы, мужчины, женщина, для женщин есть одежда. То есть вот это переносный, да, смысл одежды, понимание идет как гармония. То есть мы дополняем женщин, женщины дополняют нас, да, в одном браке. То есть Аллах создал мужчину и женщину для поиска друг друга и создания союза, который строится, согласно суратуль Ниса, на успокоении. Мы находим мужчины в успокоении, и между нами установил любовь, любовные узы и милосердие, да? То есть исламский брак или семья строится именно на этом, да? Второй момент, то, что я уже говорил, это одежда. Мы одежда для женщин, и женщина одежда для нас. То есть первое, для чего служит одежда? Одежда, она сохраняет от холода. Она закрывает аврат в первую очередь. То есть между мужем и женой есть свои тайные вещи. Потому что все мы с недостатками, но мужчина закрывает аврат женщины. Постыдные места, недостатки означает. Не только в прямом смысле аврат, а именно какие-то недостатки. Второе, мы закрываем женщины недостатки, а женщина закрывает наши недостатки. То есть понятие камаль это полное, когда создается брак и полное дополнение друг друга, гармония, да? Когда вы дополняете свою жену, а жена дополняет вас. Тогда человек, мужчина, становится камилян. Камилян, то есть он достаточным, да? Достаточность, самодостаточность, да? И то же самое для женщин происходит это. И третий момент одежды. Помимо аврата, согревания, успокоения, то есть, да, это еще украшения. То есть они украшения для вас, и вы украшения для них. То есть в этом понимании женщина и мужчина, они когда выстраивают брачные отношения, это называется гармония. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в аяте говорит:
Уамин аятихи, из его чудес, из его знамений, анхаляка лякум мин анфусикум зауджан. Из его знамений то, что он создал из вас же самих, вашу вторую половину, да? Вот. То есть создал из вас, для вас жен, чтобы вы находили в них успокоение, да? И построил ваши отношения на основе милосердия и любви. Вот это вот самая крепчайшая связь между двумя душами. Именно здесь означает связь не только физическая, да? Потому что когда мы делаем никах, на арабском накаха, да, переводится как связывать, да, связка между верблюдом внутри, да, верблюдами. Но здесь означает именно высокая духовная связь, которую Аллах Субхану ва Тааля сам устанавливает между нами. И поэтому здесь очень, мы говорим иногда вторая половинка, да, вторая половина. У мужчины женщина, у женщины мужчина. И поэтому брак в исламе создается на основе любви, притяжения и духовном сближении взглядов, характеров, что-то того, что притягивает вас, да, между мужчиной и женщиной. И это является самой, наверное, высочайшей мудростью, и милостью Аллах Субхану ва Тааля, которую Он оказывает мужчине и также оказывает женщине, когда мы находим с двух сторон успокоение в друг друге. Успокоение через брак именно. И вот до этого я начал говорить о том, что, к сожалению, в обществе очень много стереотипов. Много того, что не относится к исламу, но это приписывает якобы к исламу. Это нарушение прав и так далее. И поэтому, когда в обществе растет число домашнего насилия, когда мужчина, допустим, поднимает руку на женщину часто, или когда женщина, допустим, языком проклинает мужчину, своего мужа, да, то это, к сожалению, вот эта вот несправедливость, насилие, когда в семье нету мира, нету покоя и нету уважения и любви, как это наоборот описано в аятах Корана, то это приводит к крайностям. Какие крайности мы знаем? Первая, допустим, крайность, когда человек, когда некоторые приходят к тому, что считают, что женщина это зло, что брак это зло, что необходимо жену держать строго в понятии грубости, может быть, даже поднимать руку чаще, да, на женщину. Другая крайность – это то, что мы связываем и называется феминизм, когда очень много обиженных женщин, женщин с поломанными судьбами, да, они уходят в крайность и вообще полностью у них появляется ненависть, нетерпение к мужчине вообще, да. То есть вот это отношение между мужчиной и женщиной, основанное на вражде, ненависти, это не от ислама. Я так скажу, что в исламе уже 1500, более 1500 лет назад с приходом ислама было установлено именно справедливые отношения между мужчиной и женщиной. Была защита, Аллах Та'ала защитил и женщин, и мужчин, сделал между ними гармоничное сосуществование, существование в браке на основе любви, милосердия и взаимоуважения. Между тем, как в Европе всего лишь в 19-м, конце 19-го, начале 20 века женщины получили свои права, в том числе политические права. Вот 8 марта, которое празднуется, приуроченная к Кларе Цеткин и Розе Люксембург, которые вышли за свои права, бороться за свои политические и женские права в Европе. В исламе женщина участвовала на выборах, женщина участвовала в решениях уммы, да?
с самого начала ислама. И мы приведем пример Айши, ради Аллаху анха, которая была факихом, ученым, алимом, и к ней приходили за фатва. Она за истифта, и она давала фатва, выносила решения для мужчин. Она активно участвовала в выборах халифа, как политический, как общественный деятель. То есть, к чему я говорю? То, что сегодня очень много искажений. Искажений как и в обществе в целом, через средства массовой информации, а также, к сожалению, среди самих мусульман. И неправильного понимания роли, места женщины в исламе. Из-за этого мы сегодня сталкиваемся с большой проблемой в обществе о том, что женщины зачастую у нас просто в обществе, они унижены. Да? Очень много, еще раз повторяю, происходит зульма, несправедливости в доме, перед глазами детей, когда происходят жестокие сцены насилия, избиения. И я не удивлюсь, когда среди даже верующих мусульман есть некоторые те, кто неправильно понимают, да, понимает права, ответственность, да, перед Всевышним Аллахом и распределение прав и ответственности. В первую очередь хочу сказать, вот Аллах, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, описывая женщину, если мы говорим о женщинах, он говорит: «Ад-дунья матаун». Жизнь это бренная, то есть приходящая, она проходит очень быстро. «Ва хейру матаиха аль-мар'ату салиха». И самым лучшим из того, что мы можем получить во временное пользование в этой ближайшей, в дунья, да, жизни, это праведная женщина, праведная жена. В чем заключается праведность? Женщина праведная означает не та, которая, допустим, только исполняет обрядовую сторону ислама, но это в первую очередь характер, это ее поведение, это внутренний духовный мир. То есть это праведность, это честность, это любовь, это искренность, это милосердие и чистота. Потому что она является, эта праведность, да, в женщине является залогом счастливой жизни между мужем и женой. Потому что этот аят, он раскрывает суть другого, этот хадис, извиняюсь, раскрывает суть аята, который я приводил до этого, да? Какой аят? Это сурат Ан-Ниса, «Литаскуну илейха ва джа'аля байнакум маваддата ва рахма». И чтобы вы находили в них успокоение, в женах, и установил между вами узы любви и милосердия, да? Любви и милосердия. То есть это означает, что жена шарт, условием счастливой жизни является жена, которая является праведная, да? У которой есть у этой женщины любовь, милосердие, милость, да, и так далее. То есть именно женщина, она является, держит очаг, она создает домашний уют. То есть в этом смысл. И второе я хочу сказать, если мы говорим о женщине, какую должен искать мужчина сегодня, да? Многие спрашивают, какая женщина, да, которую ищет сегодня мусульманин. В первую очередь это внутренние качества. Приведу пример. То есть хадис нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, да, который сказал, что на женщине женятся из-за 4 вещей. Это знаменитый хадис, который вы много раз слышали. Обычно мужчина по своей природе, да, это называется гариза, да, по естественности, да, он ищет женщину или заглядывается, и выбирает женщин, чтобы жениться по 4 основным вещам. Первое – это богатство, из-за ее богатства, из-за ее знатности, из-за ее красоты.
а также из-за ее религии, праведности, да? Ищи же ту, которая придерживается заповедей религии. То есть, что это означает? Естественно, любой мужчина, кто-то смотрит на красоту женщины, девушки, чтобы жениться, выбирает, да? То есть, внешний вид. Кто-то смотрит на знатность, то есть, положение в обществе. Кто-то смотрит на ее финансовые возможности. Так вот, знайте, что знатность, когда человек женится из-за знатности женщины, да, она имеет положение, она актриса, она может быть очень знаменитая, да, и так далее. Если он только из этого женится, то постепенно ее знатность подавляет его в семье. Подавляет, мужчина чувствует себя иногда неловко потом, да, что жена у него знаменитая, знатная, а он никто. То есть это является причиной потом скандалов и проблем. Второй момент, только из-за красоты. Но знайте, красота, она увядает. В старости от красоты ничего практически не остается. Ее богатство, она, человек, женящийся на девушке из-за богатства, приводит к тому, что человек в семье чувствует свою зависимость от богатства жены. Не он построил дом, не он кормит жену, а жена тебя кормит. И из-за этого тоже это проблема конфликта. Но что же лучше, на что пророк указал, это на сахибуддин. Сахибуддин означает та, у которой есть религия, то есть богобоязненность, милосердие, милость, да? Праведность, порядочность. Это все охватывает именно сахибуддин, то есть та, которая имеет определенные качества. Потому что когда человек, допустим, в старости остается один на один со своей второй половиной, то человеку начинает любить и ценить внутренний мир. Потому что когда человек умирает даже, мы вспоминаем этого человека, не его тело, не его только красоту, а образ. Образ, с чем связан этот образ? Да? То есть характер, душевные какие-то качества, духовное, душевное богатство человека, ум, интеллект, да? Вот это все. Тело, оно бренно. Богатство, оно уходит. И оно никому не нужно, если ты теряешь здоровье, не можешь восстановить, купить за деньги здоровье. За деньги нельзя купить время, чтобы остановить его. Все равно мы все стремимся к нашему Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. То есть мы стремимся все равно к смерти. Вы понимаете, к чему я говорю?